С 22 лет управляю семейным бизнесом. Я где-то около 7 лет был руководителем на базаре вещевом. Можете себе представить, 22 года, вы там весите, не знаю, килограмм 60-65. Вот, вас дома-то все еще не все воспринимают за мужчину. Вы тут пришли на огромный вещевой рынок, да, на котором, по сути, продается вся легкая промышленность Кыргызстана, да, и начинаете там устраивать свои порядки, наводить какой-то шорох. Там был не просто хейт, там вообще жесткие моменты были. Я там и в Финпол, и в Генеральную прокуратуру, и в каких только местах я не бывал. Под таким нормальным прессингом, не сказать, что какой-то супер, но для, как сказать, для такого обывателя это может показаться очень жестко. Дальше я провел очень большие, на мой взгляд, реформы именно в части инфраструктуры, да. То есть, когда я там был, на проходах были колдобины, тачки с товаром переворачивались, крыши были низкие, шифера, были вот эти щипачи, воры на рядах, не было ни одного квадратного метра проасфальтированной парковки, постоянные перебои с электричеством. В межсезонье все было в воде, люди как бы мочили обувь, соответственно, уже с плохим настроением шли на работу или за покупками. Было очень маленькое количество гостиниц, и вот со всеми этими вызовами я как бы остался с одной стороны один на один, но со временем я начал набирать людей, своих единомышленников, которые мне очень сильно помогали. Я там брал водителя сначала, водитель со мной ездил, потом я его переводил на какую-нибудь такую работу уже, потихонечку он рос. И вот так вокруг себя я собрал людей, хорошую группу команд, которая мне помогла все мои идеи реализовать на базаре. Сейчас у нас самый большой паркинг, наверное, на Дурдое, там под 1000 машин и мест. Он полностью проасфальтированный. Сейчас мы его, кстати, ремонтируем асфальт и даже прилегающие дороги ремонтируем, потому что они в ужасном состоянии. Крыши светлые, двухэтажные. Мы поставили камеры видеонаблюдения. У нас больше сотни камер, которые пишут постоянно, и есть архив. У нас исчезли грабежи, воры. В общем, сделали огромный объем работы, и появились у нас сейчас хорошие гостиницы, которые кстати, совсем недавно стали заполняться. С регионов России стали приезжать оптовики, прям нету мест в гостиницах. Был такой период совсем недавно, когда я спрашивал. Я уже обратил взор на город, и мы здесь приобрели участок. Тогда еще Льва Толстого не было. То есть до Правды была эта улица, а вот от Правды до Алматинки там был такой пустырь. И, соответственно, пользуясь этим, мы там взяли земельный участок, он еще тогда не так много стоил. Потом уже появилась дорога, и мы сделали первую, наверное, концепцию, это строительный комплекс. То есть я когда с мамой жил в Москве, мы постоянно делали какой-нибудь небольшой ремонт и ездили в большие комплексы. Но тогда еще Леруа Мерлен не было, там был такой Нахимовский, еще что-то. Там под одной крышей можно было найти все, там, от раствора до дивана. И это было очень удобно. А у нас в Кыргызстане такого не было, и я решил это воссоздать. Мы спроектировали хороший торговый центр именно в таком формате, когда ты ходишь с тележкой и сам набираешь все, что тебе нужно. С недавних пор открыл еще один бизнес. То есть, если все это проанализировать, у меня такой бизнес B2B. А сейчас я сделал новый такой проект Мегамастер. Там я уже работаю непосредственно с людьми и продаю им товары. Когда ты приходишь в какой-нибудь комплекс строительный, и там, предположим, 200 бутиков, вам нужно конкретно, допустим, обои, смеситель какой-нибудь и ванна. Вы в поисках лучшего товара обойдете добрую половину этих бутиков.
Вам нужно убедиться в том, что вы выбрали самую красивую ванну и то, что там ценник более-менее хороший, да. Вам будет очень обидно узнать, что вы купили ванну за 20 тысяч сом, а вот буквально в 30 метрах бутик продавал ее за 18 тысяч сом. Может, какая-нибудь акция у него была, или он бесплатно коврик давал на пол. И вот чтобы не упустить эту выгоду, вы будете вот ходить по всем этим, потратите кучу времени. Будете разговаривать с огромным количеством консультантов. У меня есть отдел, там, условно, ванны. Все ванны, которые только есть, они там вывешены с ценником, все в порядке. Вы их посмотрели, быстро проанализировали рынок, выбрали нужную ванну и уверенные поехали дальше. У нас все на улице, прямо перед зданием. Приехал, спокойно припарковался, достаточно места, пошел в магазин и с тележкой, без всяких там приключений, доехал до машины, загрузился. У меня удобнее доехать после покупки до машины на тележке, чем в аэропорту Манас. Это точно могу сказать. У меня нет никаких таких трапов под огромным углом, да. Все ровненько, все предусмотрено. Я даже могу сказать больше. У нас есть отдел по работе с крупными компаниями. Можно заключить договор, и вот, например, вам что-то нужно в большом количестве, да, там вы там решили отремонтировать какой-нибудь кабинет. И вы просто высылаете нам список этих товаров, мы там делаем вам вот эту вот покупку, выставляем счет на оплату, вы нам переводите по безналу и, собственно, получаете. То есть очень удобно для компаний, которые работают в белую, которые являются плательщиками НДС, потому что мы предоставляем счет-фактуру. И, соответственно, вот тот НДС, вы его берете к зачету. Ну и плюс у вас не возникает проблем с налоговой проверкой. Так что это очень удобно, и это, я уверен, очень нужно Кыргызстану. Сейчас Кыргызстан нужен всему таможенному союзу, ведь мы в таможенном союзе. Сейчас товар, который заехал в Кыргызстан, здесь растаможен, он может быть реализован в Казахстан, в Кыргызстан, в Россию. Соответственно, компания, которая покупает груз в России, и ей говорят, знаешь, на нашей границе твой груз пройдет там в ближайшее время, может быть, через 2 месяца. Он просто летит к нам и говорит, а у вас? А у нас вот на Туругарте там через 2 недельки. Говорит, о, классно, все, мы у вас берем. Соответственно, появляется интерес, да, больше к нам. И вот теперь этот груз мы берем, вытаскиваем. Можно отсюда сразу же увозить в Казахстан, можно же сразу же увозить его в Россию. Но теперь появляются санкции, да? Не все так просто. Китайцы тоже побаиваются напрямую продавать россиянам, потому что у многих заводов все-таки имеют договора с европейскими компаниями по производству каких-либо товаров. И им сейчас где-то, может, душевно, спокойнее, да, продать сюда, кыргызской компании. Вот. Соответственно, нужен какой-то склад, ну, по-хорошему. Склад, где этот товар можно хранить и потихонечку его там продавать. А таких складов, на самом деле, у нас очень мало. Тут международного класса вообще нет. У нас есть хорошие склады класса Б, Б+. Но если мы говорим класса А, вот прям top of the top, склад, в котором будет хранить дорогие товары международные компании, таких складов у нас просто нет, потому что они очень дорогие. И я как бы постоянно говорю, что нам нужен вообще-то вот такой логистический хаб, да. Не все чиновники понимают, да, какой должен быть логистический хаб. Мне кажется, они вот тренд поймали, им нравится, как звучит эта фраза, да, но что это такое и с чем это едят, не очень понимают. Во-первых, эта тема чисто коммерческая. Если это создаст государство, с ними просто не заключит международный игрок договор на аренду или же на услуги. Он просто побоится наше государство. Он просто посмотрит, у нас 3 революции было, да, скажет, да ну его нафиг. А если это будет частный бизнес, да, с ними они готовы работать. При определенных условиях, конечно. Но есть определенные специфичные вещи, где должен быть этот логистический склад. То есть прям законы.
где должна быть его локация, понимаете? Я уверен, можно найти клиента и сделать здесь перевалочную базу. Вот именно во всей этой ситуации, которая сейчас, сделать перевалочную базу очень хорошо. Очень многие компании в этой ситуации обратят взор на Кыргызстан, потому что у нас дешевле все, потому что мы действительно вот стоим прям недалеко от Китая, потому что мы в таможенном союзе. Все это очень удобно, и мы такой там островок демократии, да, поэтому надо развиваться, надо анализировать, что творится в мире, делать выводы, искать новые ниши. Кыргызстан классная страна, но у нас есть одна проблема, мы очень маленький рынок. У нас население там всего 5 миллионов, 6 миллионов, но по факту 1 миллион где-то работает. Поэтому я всегда говорю, что население 5 миллионов. Это очень мало. При нашей-то покупательной способности тут особо не развернешься бизнес. Ты только создал, раз, два, три, а все, ты уже весь рынок захватил, и тебе нужно искать совершенно новую нишу. И вот, чтобы ее правильно искать, правильно понимать, куда двигаться, нужно анализировать мировую ситуацию. И политическую, к сожалению, и в экономике разбираться. И тогда ты уже будешь понимать, что тебе нужно делать. Вообще все инфраструктурные крупные проекты, которые тебя делают гигантом бизнеса, это долгие деньги. То есть, если ты такой торопыга и хочешь за полгода вытащить свои, это вот ты будешь вот там вот что-то бегать, уровень ларька, да, ты там закупил товар в ларьке, продал быстренько, свои деньги вытащил, ты и вложил-то туда там $5000 от силы, да, и заработал ты там, не знаю, 2 или 3 тысячи долларов. А если ты хочешь стать там номер один по складской недвижимости, да, у тебя должно быть там десятки миллионов долларов, которые ты должен быть готов к тому, что ты их будешь возвращать там чуть ли не 10 лет. У тебя должно быть очень хорошее кредитное плечо, какой-то кредитный институт, который тебе предложит эти долгие деньги под небольшой процент. Но зато, когда ты отдашь этот процент, когда ты вернешь весь кредит, у тебя будут просто залежи. Склад – это неумираемая тема. Я не знаю, какая-нибудь площадь по продаже чего-то, да, например, первый этаж какого-нибудь дома. Вот сегодня там трафик хороший, завтра трафик изменился, парковку убрали, сделали супер дорогой, все, у тебя клиенты исчезли. Не знаю, там остановку передвинули, еще что-то, да. То есть ты очень чувствителен к этому. Появился какой-нибудь очень крутой e-commerce, какой-нибудь Amazon зашел в Кыргызстан, или Amazon, начали товары домой приносить, еще и дешевле, и все перестали вообще в магазины ходить через 20 лет. Одно останется неизменным – товар нужно где-то хранить, и точно не на улице. Поэтому все зависит от того, насколько ты далеко готова смотреть, и насколько ты заботишься о будущем. Если ты хочешь сейчас заработать деньги, может быть, нужно на криптобирже поиграть, да, там, и попробовать офигенные деньги сделать, а может, ты пролетишь. Я, кстати, пролетел. Напоминаем, Мегамастер открыт у нас в Бишкеке по адресу улица Льва Толстого, 36К. Приходите, радуйте себя покупками. Всего доброго, до свидания. Спасибо.